Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 24 сентября 2022 года. С вами я, Аслан Арцуев. Приветствую вас, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Итак, друзья, сейчас пока вы собираетесь, я подготовлю кое-что, о чем можно будет вам рассказать. Так, мы расскажем зрителям о вашей трансляции. Расскажите. Расскажите. Так. Могилизация России продолжается, друзья. Чтобы не произошло, в любом случае крах России, он приближается. Дело идет уже не на годы, на месяцы, на недели. Дай Бог, будем надеяться и всячески приближать. И давайте поговорим. Первое, что хотел бы рассказать, что потери чеченцев, которых забирали до вот этой насильственной мобилизации, которая сейчас уже началась, людей забирали гаишники останавливали, на любых постах их останавливали, подбрасывали анашу, героин, и сразу говорили: мы можем возбудить тебя дело, или мы тебе просто запишем, что ты согласен ехать на контртеррористическую операцию. Один такой парень, абсолютно не употребляющий никакие наркотики, очень религиозный парень, из Нового Шароя убит, привезен несколько дней назад. Из Нового Шароя убито несколько человек, уже привезли. В Самашках, в населенном пункте, то, что я получаю информацию, 6 убитых уже привезли. В Дубаюрте несколько раненых привезли. В Гилдыгене 22 сентября 2022 года погибло и привезли, похоронили 15 человек. Похороны ставить категорически запрещается. Под страхом смерти запрещается ставить похороны. Ну, это такая процедура. У нас у чеченцев открываются ворота, и 3 дня люди приходят и выражают соболезнования. Так вот, эти процедуры, они запрещены, категорически запрещены. Вот такая информация поступает. Чеченцы не хотят, конечно же, идти. Чеченцы находятся в заложниках, и относить к россиянам мы категорически не можем чеченцев, потому что мы боролись, сражались для того, чтобы ими не быть, как сейчас это делают украинцы. Остальные тоже сейчас выезжают. Все направления выезда из России, начиная от Казахстана, Монголии, Европы, Грузии, куда только возможно, люди выезжают, пытаются выехать и спастись. Так, перехожу к вашим комментариям, друзья. Украина, привет, витаю, Украина, салам, Аслан из Израиля, шалом, Израиль, витаю тебя, Израиль. Скажите, пожалуйста, в Чечне есть мобилизация или Кадыров правда отказался? Это все неправда. Кадыров очень испуган. Вышло около 100 женщин на митинге. Позавчера это было. Их забрали, избили, очень сильно избили женщин. Сказали, ну, их мужей, их сыновей первыми будут забирать, сказали. Очень сильно оккупационная власть и марионетка, и ноль из себя представляющий подхолопный Кадыров очень испуган и начал именно таким образом сбивать волну и говорить, что нет, мы уже столько призвали, там мы не всех будем призывать, там и так далее, и так далее. Все это неправда. Мобилизация в Чеченской Республике идет активно, не останавливается. Просто они придумывают разные причины, чтобы забрать человека. Например, в этом же своем выступлении, где он говорит, что мобилизация не будет и так далее,
он говорит, что все, кто подал заявление на получение загранпаспорта, а люди, которые подали еще раньше заявление на загранпаспорт и пришли получать эти загранпаспорта, их всех забрали и мобилизовали. И таким образом вот находят, вот кто, там же он еще говорит, что тот, кто не меняет место прописки или проживает не по месту прописки, и вот таким образом он пытается сказать, что не всех мы будем забирать, а будем забирать только вот отдельных лиц, с которыми вот он недоволен или по какой-то причине. Все это неправда, все это наглая ложь. Чеченский народ, который находится в заложниках, который имел, так сказать, договор, лояльность в обмен на жизнь, так как чеченцы находятся в заложниках. К большому сожалению, весь мир этого не делал вид, что не видит, не знает. И чеченцы, то, что вы видите, Кадырова и вот этих разных ублюдков, которые вокруг него собрались, они ровным счетом из себя ничего не представляют, как чеченское общество. Но они вот говорят за весь чеченский народ, который вынужденно молчит. Мы потеряли 30% от числа наших граждан, среди которых 42 тысячи детей и так далее. И кадыровцы, и Кадыров Ахмад, они говорили, что мы остановили войну, мы спасли чеченский народ, русские хотели их всех истребить. Ну вот видите, там Дудаев, Масхадов, все остальные вергли в войну, как сейчас говорят русские, что Зеленский там виноват, там какие-то нацисты и так далее. Сами на чужую землю пришли и имеют наглость такое утверждать. И Масхадов с Дудаевым начали войну, а вот Кадыров Ахмад, папа вот этого ублюдка, он закончил эту войну, чтобы спасти чеченский народ. Ну, типа он пошел на предательство для того, чтобы спасти чеченский народ. И каждый раз они об этом говорили, каждый раз еще Ахмад Кадыров говорил, что хватит нам воевать, мы чеченцы всегда воюем, мы должны созидать, мы должны растить детей, обучаться, богатеть там и так далее, улучшать свое благосостояние, нам не нужно воевать и так далее, и так далее. Это была их единственная отмазка. Теперь эта отмазка, как мы видим, мы-то, конечно, в это не верили, говорили людям, что это ложь, обман, не ведитесь на эту провокацию, на эту ложь. Ну, что сегодня их ложь разоблачена. Так, слава Украине, героям слава. Украине кратне пусть переходят на сторону Украины. Да, конечно же, мы об этом думаем, мы об этом говорим, мы готовимся к этому. Я постоянно, если вы, тот, кто смотрит мои каналы, если наблюдаете, постоянно только лишь об этом и твержу, не только лишь об этом, но постоянно говорю, записал отдельное видео, как правильно сдаться в плен и так далее. Напоминаю всем запоминать номера телефонов, которые указаны Генеральным штабом Сбройных сил Украины, как в случае, если сдаваться, объясняю, как это делать, брать командиров, технику и переходить на сторону Украины, создавать батальоны, потому что нам придется уже вооружившись, перейдя уже на сторону Украины, уже возвращаться в Россию и заканчивать с этим преступным террористическим ФСБшным режимом в России. Привет из Литвы. Литва, витаю вас. Приветствую. Слава Украине, героям слава. Чеченцы за Украину. Да, чеченцы за Украину. О, ассаламу алейкум, раматуллаху баракату. Аслан, как давно я не видел твоих стримов. Ва алейкум ассалам. Мои стримы проходят каждый день и на YouTube. И здесь я не каждый день бываю, но на YouTube, на канале Reality. Он запрещен в фашистской России. Еще раз напоминаю. Я провожу каждый день вот с объявлением террористом Путиным мобилизации. Буду каждый день стараться проводить. Так, привет. Валайца, дизер молчать, да. Худи дерцер, оушбеш, дабалур, мабайцер церк. Молчать, да. Цадистах.
Кадыров дал интервью, что в Украине должны воевать чеченцы, а русские это братский народ с Украиной. Да, это видео есть у меня и здесь, в ТикТок-канале, и в YouTube-канале. Он говорит, что украинцы и русские братья, и нужно использовать чеченский народ и так далее. Но это он говорит не от себя, ему говорят, что сказать. Не надо из Кадырова делать какой-то фигуры. Это ноль без палочки. Такой же, как Пушилин. Ничего из себя не представляющий. Просто обычная собака, исполняющая приказы хозяина. Мы же не ругаемся на собаку, если она на нас лает или кусает. Мы разбираемся с хозяином. Поэтому собака может быть очень бойцовской, не очень. А этот, как, могу ошибиться, как называется, вот эта такая маленькая, с толстой рожей такая собака. Вот это такая собака, никакая, не бойцовская даже. Она изображает из себя очень бойцовскую. Обычная просто псина. Кадыров дал так. Уважаю тебя, говоришь правду от души, брат. Дуже дякую. Ой, американец по-русски заговорил. Нет, я чеченец. А по-русски говорю, чтобы у вас подгорало. И все, кто не говорит по-чеченски, понимали, о чем я говорю. Так, вы сейчас серьезно о плене? Вы учитель русских, как сдаваться в плен? Ну, русские могут сделать, что хотят, это сугубо их личное дело. Они были рабами и такими и останутся, если сейчас что-то не изменят. Я в первую очередь, конечно же, говорю о тех, кто, ну, о чеченцах я в первую очередь говорю, но и других кавказских народах, татарах и других людях, кто хочет сдаться в плен и сохранить свою жизнь, чтобы не гибнуть в этой преступной фашистской войне. И да, я это говорю на полном серьезе, на полнейшем просто серьезе, понимаете? Знаете, сколько ваше уже сдалось? Привет из Венгрии, Разжисце. Привет, Венгрии. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Почему у тебя на лбу американский флаг? Он не на лбу, а на кепке, и не твоего собачьего ума дело. Я понимаю, почему вы не любите Россию, но за что вы любите Америку? Америка величайшая страна, ее не любить невозможно. Мы чеченцы, как и американцы, свободные люди, и нас объединяют общие ценности, общая любовь к свободе. Это наш генетический код, как ваш генетический код иметь рабство, быть в рабстве. У нас генетический код быть свободными. Вот за это я люблю Америку. И это единственная страна, которую вы боитесь просто до медвежьей болезни. Я вроде грамотный человек, не стрёмно тебе с американским флагом. О, видите, сколько их сюда зашло. Нет, конечно, не стрёмно. Именно поэтому я одел эту кепку. Хотя у меня есть масса других кепок. Но я ее сегодня решил одеть эту. Конечно, я горжусь тем, что у меня много американских друзей. И что Соединенные Штаты Америки, англосаксонская цивилизация являются друзьями чеченского народа. И мы вас будем привлекать к уголовной ответственности за все преступления при помощи вот этих американцев. Артурас. Дуже дякую, Артурас. Слава Ичкері, слава Україні, героям слава. Вы... Так. Алиса, спасибо, спасибо. Вот разберитесь с Зеленским, говорит. Зеленский. Да, МОПС. Абсолютно, Михаил, да, подождите, куда ушел Михаил? Отлично. Да, вот я эту собаку имел в виду. Кадыров, МОПС. Так, сейчас я вернусь. Где же это было? Был этот комментарий. Так. Так, теперь с нами Грозный. Грозный, ты у меня вроде модер. Особо не бань. Дай чуть-чуть развернуться этим мудакам. Извиняюсь, конечно, очень. Так, черный негр. Спасибо. Всем спасибо за подарки, друзья. Так. Тебя тоже найдут. Не думай, что ты вечный одуванчик. Я не думаю, что я вечный, и тем более, что я одуванчик.
Меня искать не надо, я тут, понимаете? К моему трупу они подойти побоятся. Ты чё? И почему ты говоришь найдут? Я найду, скажи. Приди и найди меня. Я здесь живу, в городе Гамбурге. Ваш банк-притон, консульство и банк-притон, Сережка Нечаев, банк-посол. Они прекрасно знают про меня. Я им столько уже полезных вещей сделал, в кавычках, что они прекрасно знают. И ваша террористическая банда ФСБ и ГРУ знает, где я живу. Так что никаких проблем, не волнуйтесь. Пускай приходят, я встречу любого. С удовольствием, да, в рамках действующего законодательства. Так, ты красавчик, верное слово молвишь. Дуже дякую, Андрей. Салам из Казахстана. Все мы с вами, слава Украине. Героям слава. Путин сам себя опозорил. Можно было поставить профессора какого-то с интеллектуальным. Артура, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Да, вот, нашел. Мопс. Вот отсюда дальше пойду. Пинчер. Ну, Пинчер тоже, но Мопс очень подходит. Так, в Ютубе одно говорите, тут другое. Охана, никогда ничего подобного. Более того, я это каждый этот стрим я загружаю на YouTube канал Реалити. Друзья, заходите, подписывайтесь. Этот канал мой атакуется постоянно русскими террористами, хакерскими. И запрещен на территории фашистской России. Заходите, подписывайтесь. Много интересного вы увидите там. Так. Закарпатье все, венгер, ваш рабы расисты. Я что-то плохо понимаю. Уважаю, брат, спасибо. Слава Украине, ЗСУ, героям слава. Так, не смешите меня, почему правду не говорите? Я только правду и говорю. Блок шрифт, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, блок шрифт. Я от имени всех, кого хочу попросить у вас прощения. Во время вашей войны мир не владел верной информацией. Манана, сестра, спасибо тебе, спасибо большое. Много людей говорили это так и есть. Спасибо вам большое. Спасибо, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Дуже дякую, как говорят наши братья-украинцы. Так, скажи про украинских фашистов хоть слово. Ты не чеченец. Я скажу про украинских фашистов обязательно, как только я о них узнаю. Но пока я про них не знаю. Я знаю украинских патриотов, украинских националистов. Вот фашистами не довелось. Вероятно, там кто-то есть такой, но я таких не встречал. А вот русских фашистов полно просто. Встречал, видел. Так, слава Украине, герой ЗСУ, героям слава. Почему Путин поставил дефективного? Ну, дефективный может поставить только дефективного. Путин сам дефективный, понимаете? Он не может поставить человека, который будет самостоятельным. Нужна полная марионетка, дебил просто нужен. Вот этот Кадыров Рамзан дебил конченый просто, понимаете? Просто не просто дебил умственно отсталый, было бы много. Я извиняюсь, если там это болезнь, это все как бы ничего не хочу сказать по этому поводу. Но умственно отсталые люди, они бывают добрые, они могут быть всякие, даже жестокие бывают, но не такие. Это не просто умственно, это садист. Это просто выродок, которого свет, не знаю, как земля его носит. Но он не один. У него есть хозяева, его хозяева ФСБшники, еще хуже, чем он, поверьте. Просто они более образованные, более хитрые. И поэтому, как и положено гибнюкам, они используют вот таких дебилов, мопсов вместо себя. Спасибо большое вам просто за то, что вы правду говорите. Пожалуйста, Анжелика. Чеченцы свободные люди? Ха-ха-ха, говорит Том Крафт. Да, и, наверное, Том Крафт русский. Свободы нет нигде. Господи, позоришь нацию, говорит Лана. Учись читать. Учусь. Почему вы тогда не независимое государство? В смысле, почему? Почему много государств не были независимыми? Потому что какие-то другие государства оказывались сильнее. Это не значит, что люди не хотели.
Но вот Россия, почему она арабская страна, вот вопрос, я удивляюсь. Я не понимаю просто, как такое возможно. Вы же 100 миллионов населения, там все такое. Вы рабы, вы никто. Ваша страна остается одна Московия, понимаете? Вот и все. Спасибо за подарки, друзья, спасибо. Это оплот демократии, высшие идеалы. Да, совершенно верно. Вик Хантер, спасибо. Поможет мобилизация России? Нет, не поможет. Мобилизация не поможет. Поможет это только большим потерям. За Украину сейчас вступился весь мир, добровольцы, да, приезжают. Несколько тысяч, друзья, чтобы вы знали, чеченцев воюют на стороне Украины. Тысячи добровольцев со всего мира, Европы туда приехало, разных национальностей, белорусы, поляки, ну все просто перечислить, всех просто времени не хватит. Литовцы, латыши есть, эстонцы есть, ну все просто, грузины, само собой, и так далее. Так вот, вот сейчас мобилизация объявляется, русские террористы сейчас будут вот это мясом закидывать украинцев, и НАТО вступает, и я думаю, польские регулярные части войдут на территорию Украины и будут вместе с украинской сбройными силами Украины отражать атаку. А если вступает Польша, считайте, вступает все НАТО. Никаких шансов у фашистской России нет. Я вообще призываю, я отдельно видео запишу, я вообще призываю страны НАТО нанести превентивный удар по бункерам Путина и по местам, где его вот эти террористические банды ФСБ собираются. Превентивный удар. Не ждать, пока он что-то сделает, а сейчас же наносить. Я сейчас подумаю, как это сделать, и запишу отдельное видео по этому поводу. Конечно же, не выиграет. Погибнут огромное количество людей. Мне жалко чеченцев, я вам честно говорю. Мне, да, первые, которые шли, мне абсолютно их было не жалко. Абсолютно. Те, кто идет добровольно с русскими вместе, которые вчера нас убивали, идут убивать свободных людей любой национальности. Тем более украинцев, которые так отчаянно сражаются за свою страну, но любой национальности, неважно. Это подонки и мерзавцы. Сейчас людей насильно забревают. Абсолютных друзей Украины, абсолютных ичкерийцев насильно забирают. Ничего нельзя сделать. Ничего пока. Только чеченцев заложников. Нет ни оружия, ни координации, ни денег, ничего нет. Деньги, богатство только у Кадырова. Все, кто против этой власти, они лишены финансовых возможностей. Ну, все разъехались, посажены, убиты, запуганы, взяты на карандаш спецслужбы, ну и все такое. Северная Корея, абсолютно так. Так, друзья, призываю вас распространять ссылку на мой стрим, пожалуйста, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, друзья. Я этот стрим выложу у себя на YouTube-канале Reality. Пожалуйста, распространяйте ссылку. Друзья, я перемотаю комментарии ваши, потому что очень много. Получил свои 30 серебряника от америкосов. Людмила. Нет, Людмила, честное слово. В отличие от ваших мерзавцев и подонков, которые грабят унитазы, снимают с мертвых там цепочки и так далее, которые за 30 серебряников убивают, называя людей братьями. Да, кстати, там и русскоязычных вы там убиваете в огромном количестве. Не только украинских националистов и патриотов. Даже те, кто за вас, вы их убиваете. Так вот, мне ничего не платят. К большому сожалению, мне не платят. Я это делаю бесплатно, от души, с удовольствием мочу вас, чтобы у вас подгорало. Так, Россия дно во всех отраслях. Да, должны ли другие страны впускать беглых россиян? Да, я думаю, должны впускать. Мы не они, мы должны впускать этих людей и должны спасать людей, которые хотят сдаться или дезертировать. Конечно же, мы это должны делать. Сдаться могут. Bad спасибо, Вик Хантер, за подарки. Сдаться могут, но там не так все просто, понимаете?
А сейчас они из зэков, из тюрем набрали разных вот этих зэков. И когда их уже привезли на линию фронта, перед тем, как они пошли в штурм, только тогда им дают рожки с патронами. До этого им выдается кое-что, но патроны не даются, им не доверяют. Вот так будут посылать. А помните во Вторую мировую войну, как воевали советские с немцами? На 5, на 3 одна винтовка. 2, там 4 сзади бегут, ждут, пока подстрелят первого, чтобы взять эту винтовку и уже дальше бежать. Вот так будут посылать. Да, украинцам будет полегче сейчас уничтожать, потому что и с оружием, и со всем, ну просто будет большое количество. Например, мой дедушка рассказывал, что был случай, когда просто людей просто посылали, там какой-то холм был, какая-то такая небольшая горка была, чтобы взять ее, а немцы очень сильно укрепились. И вот они идут, те строчат с пулемета, строчат, и в конце концов уже по трупам уже люди идут, и немцы просто или патроны закончились, или просто пожалели, потому что никакой ценности этот холм не представлял. А этот холм нужно было взять. И вот так они убивали людей. Под Берлином, когда был штурм Берлина, за 100 дней было уничтожено 1,5 миллиона советских солдат. 1,5 миллиона за 100 дней, потому что хотели раньше союзных войск, там американцев и англичан, захватить Берлин. И гнали, как только могли, Жуков гнал своих вот этих рабов на смерть. 1,5 миллиона, представьте, за 100 дней было уничтожено. Это 15 тысяч каждый день. Просто задумайтесь, какие цифры. 15 тысяч просто посылаются на смерть. Я думаю, будет то же самое. Просто у немцев не было того оружия, которое сейчас есть у украинцев. Потому что век 21, с тех пор прошло уже 80 лет, поэтому никаких шансов нет. И мне очень жаль, что там оказались чеченцы. И мы, конечно, пытаемся их вытащить, и мы будем пытаться, кого сейчас мобилизуем, мобилизовали уже, кто оказался уже на фронте, будем оставлять координаты и пытаться и призывать их перейти на сторону, на нашу сторону. Привет с Херсона, це Украина. Приветик, Херсон, витаю. Как у вас там? Как у вас в Херсоне? И снова привет с Днепра. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, Улька, спасибо большое. Можно их же оружие повернуть против России. Можно, но не дают ведь оружие, понимаете? Оружие дают, патроны не дают, рожки не дают. Вы должны только вот перед боем, когда вы на смерть уже идете, а там сидят хорошо укрепленные позиции наших, и их посылают на смерть. Ну да, некоторые зэки сейчас сдаются, сдавались и правильно делают, но украинец же не знает, он сдаваться идет или он идет на штурм. Он его грохнет сперва, а там будет уже разбираться. Вот в чем вся проблема. Войну остановите. Сам на пособии живет, учит людей, иди воюй сам. Нет, бродяга, шнырек, я не живу на пособии, как ты. Призываю Чечне очереди военкоматы, показываю Чечне очереди военкоматы. Нет, это ложь, никаких очередей нет и быть не может. Чеченцы воевали против этой фашистской России, и когда еще весь мир дружил с этой Россией и отдавал нас на съедение, никаких там быть не может очередей. Я прекрасно знаю ситуацию. Никаких близко этого нет. Чеченцев поставили условия: или вы умрете и ваши дети умрут, или же вы должны согласиться с оккупацией. А силы были неравны. Нас 1 миллион, у нас не было ленд-лизов, не было никакой поддержки. Да, американцы нам помогали, Запад там политическая и чуть-чуть информационная. Даже нас частью России некоторые называли. Поэтому как-то так, да. Никаких очередей нет и быть не может. Мы не можем быть за фашистскую Россию. Никогда им не были. Мы в оккупации находимся, как ваши крымчане, ЛНРцы, ДНРцы, так называемые.
Свободу Чувашии. Свободу, почему нет? Всем свободы. Должны ли другие страны впускать беглых россиян? Да, конечно, я уже сказал. Ассаламу алейкум. После того, как Ичкерия станет независимой, будет ли проводиться бриллиант? Тебе хочется прогуляться с этим? Какая у тебя проблема интересная? Вы американец? Нет, я гражданин Чеченской республики Ичкерия. Что думаете про Идел-Урал? Думаю, что Идел-Урал должен сейчас подняться. Сейчас самое время заявить Идел-Уралу и всем народам фашистской России о своих правах. И не идти на убой. Вас уже там и так убивают. Другого выбора нет. Нужно подниматься. Вся Россия должна встать. Все. Русские не встанут. Русские рабы. За редким исключением, которые подтверждают это правило, которых на самом деле непонятно, как такие люди там появляются, да, эти алмазы в этой куче. А остальные, кто еще способен и хочет жить свободным хочет жить, они должны подниматься. Слава Украине, героям слава. Храни вас Аллах. Героям слава, Гуля. Спасибо. Гуля мирный. Как вы думаете, будет ли объявление официальной войны от России? Думаю, да. Объявление войны, переход на военное положение, это в первую очередь облегчает Путину задачу для того, чтобы отменить мораторий на смертную казнь и расстреливать всех, кто не согласен идти на войну. Поэтому я призываю подниматься и не ждать всю Россию. Слава Латвии! Героям слава! Да ладно, не платите. Вы же не в Афганистан, Ирак, Ливию поехали, а в Европу. И что, я должен на социале жить, если я поехал? Эх ты, бедолашка. Так. Друзья, я перемотаю очень много. У тебя хороший актив, у тебя... Не понял. Один брат из Узбекистана призвал узбеков не сдавать квартиры русским и помнить, как русские оскорбляли. Да, это я видел. Это все так начали делать. Грузины уже эти видео снимают, казахи, все снимают. Ну так и было же. Я постоянно боролся, когда жил в Москве, с этой напастью, когда они говорили, сдаем только русским там и так далее. Сдаем славянам. Видим мы, как они сейчас славян бомбят. Это твари лицемерные, по большей части. Конечно, я не имею в виду всех. Россию никто не победит. Вас уже победили. Ваша вторая армия, которая непобедимая и так далее. Во-первых, мы ее в 96-м году 3-4 тысячами воинов победили, во-первых. И выкинули вас из нашей республики. Во-вторых, сейчас Украина победила. И только лишь поэтому же мобилизация объявлена. Ты же не хочешь сказать, что вы взяли Киев и поэтому решили объявить мобилизацию. Ну, не несите бред так слишком уж откровенно. Ладно, еще первое время мы могли поверить, что вы пребываете в плену пропаганды там и так далее. Сейчас уже, ну, просто смешно. Ассаламу алейкум, Самашу. Алейкум салам. Почему европейцы не откроют двери для чеченцев без виз? Не знаю, Асламбек. А ты что сделал? Что мы с тобой сделали для того, чтобы открыли? Ничего мы не делаем. А нужно делать. Так, друзья, я перемотаю. Здравствуйте. Чечня тоже мобилизация? Здравствуйте. Да, везде. В России, в тюрьме народов мобилизация. Потом перед нами, чеченцами, ответишь, пишет мне человек с ником Николай. Так, прими, пожалуйста. Что принять? Здравствуйте, Чечня тоже, да. Без войны мобилизируют людей. Чечня, Украина. Так, верно, Ибраим. Здравствуйте. Как думаете, что будет делать Запад, если Путин объявит войну Украине? Не знаю, что он будет делать.
что-то он сделает, и они готовятся, и поверьте, ответ будет достойный такой, что даже не снилось Путину и другим ублюдкам. Но я призываю наносить превентивный удар по бункеру Путина и по Патрушеву. Превентивно ядерный удар нанести. Не ждать, пока он будет еще убивать людей. Да, где победа, не вижу. Да. А Россия не победит. Для чего вся эта мобилизация? Так, в Украине сколько раз было мобилизации, а у нас первая только. Ты бредишь просто. Туамбин уйо, хунбара азамат. Хунбара. Хунхуэттара. Туамбин шук инца. Туамбина усо. Туамбина бош. Темш бенца. Ядинштин дацуэ. Темш бабишча. Туамбина уэ. Дош алдишча. Дош алуэ. Так, не говори гоп, пока не перепрыгнул, написал мне Руслан Ахмедов. Это такая подхолопная кавказская скотина мне пишет. Если это мне, конечно, ты пишешь. Да, конечно. Вот с таким ником Руслан Ахмедов. Знаете, самые чмошники, самые ничтожные существа, кто такие? Это кавказцы, которые подхолопные. Самые ничтожные, самые жалкие существа – это кавказцы, которые считают себя россиянами и не мечтают жить свободно. Вы хуже холопов, вы подхолопные. Так, что думать по поводу Третьей мировой? Она идет уже. Дон, спасибо, спасибо. Мантас, спасибо. Не взяли Киев, потому что не хотят крови. Вам ничего не стыдно, понимаете? Ничего не стыдно. Спасибо, мафиози. Неля Назарова, вам ничего, у вас стыда вот такой опции у вас вообще не присутствует. Если бы вы могли бы взять, какая кровь, о чем вы говорите? У вас сейчас и не буду сейчас выражаться, ну только так ведь сейчас Харьковской области прогнали, а то сюда 56 тысяч, вы крови не хотите? 56 тысяч убитых ваших террористов и ублюдков, это вы крови не хотите. 87 тысяч убитых гражданских лиц в Мариуполе, вы крови не хотите? 300 тысяч убитых чеченцев за две русско-чеченские войны, вы крови не хотите? Уничтожение огромного количества, десятков тысяч людей в Сирии, вы крови не хотите? Вы ублюдки, понимаете? Вы ублюдки, конченые. Вы хотя бы сейчас заткнитесь хотя бы. Или идите воюйте, чтобы людей не мобилизовывали. Твари самые настоящие. Аслан, вам оно нужно? Я в Киеве. Что? Хрен вам, а не Украина. Чечня не Россия. Да, в России фашистский режим. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так. Николаевич, так. Если запрос... Не, подождите, я не буду сейчас ни с кем общаться, пока не хочу. Если бы в Рашке все массово сделали бунт, их никто не победил бы. Конечно, Червона Калина. Кстати говоря, Червона Калина, комментарий вспомнил. Поздравляю всех освободившихся, обмененных украинских военнопленных. Слава Украине. Вы молодцы, парни. Так, приветствую вас. И вас, Константин, приветствую. Ты не чеченец, ты позор, говорящий за чеченцев. Да, понятно. Браво, думал бы так весь Кавказ. Да самое интересное, многие с Кавказом, я же общаюсь, разговариваю, и они говорят, да мы не сможем прожить, да ну как мы будем жить? Вы позор, кто так говорит. Просто мне стыдно за вас. Просто не знаю почему, но мне стыдно. Живе Беларусь, живе Беларусь. Приветствую, Беларусь. Аслан, раді будемо бачити у нас на Батьківщині. Дуже дякую, дуже дякую. Потерь 6 тысяч, мобилизация 300 тысяч. Вопрос, а где 244 тысячи солдат делось 24 февраля?
Да им вообще ничего не стыдно, Стил. Абсолютно это беспринципные, безнравственные ублюдки просто. Просто вы, извините, что я ругаюсь, каждый раз зарекаюсь не ругаться, но просто как их еще по-другому называть? Им вообще ничего не стыдно, абсолютно. Скоты просто. Убивают людей, еще ищут повод этому оправдываться. Вы должны отойти в сторону, пеплом себе голову посыпать и стоять и просить прощения. По христианской традиции стать на колени и умолять простить то, что делают от вашего имени. То, что уже сделано в Чеченской республике Ичкерия. То, что вы сейчас это творите. Нет, они пытаются, наш Путин, наша Россия великая. Какая великая! Посмотрите на свою страну, посмотрите на свои детдома и дома престарелых и поймете, насколько вы великие. Великие у вас то гибнюки, которые обокрали вас все. Вот они, ваши хозяева. Ну сколько можно это объяснять? Ну сейчас-то хотя бы можно понять, когда ваших детей вы голову в песок спрятали. Типа, я маленький человек, это меня не касается, так они обычно говорят, когда спрашивают. Там наверху что-то решают, это меня не касается. Очень интересно. А теперь это вас касается, когда вас забирают на войну? Теперь это вам, как вы к этому относитесь? Подонки. Салам, братья из Грузии, мы победим всегда, когда Бог будет за нами. Салам, брат грузин. Обязательно. Браво, думал бы так весь Кавказ. Да, это я уже читал здесь. Я был под тем флагом, который у тебя видно, кому ты продался. Да, да, продал. Смотри, сколькими я продался. Как тебе? Смотри, флаг Ичкерии, НАТО, Украине, продался Германии, само собой, как без этого, Великобритании, Израиль, Литва, Латвия. Эти две страны вас признали спонсором терроризма. Эта страна, за то, что вы ее так ненавидите. Давайте я положу вот так себе, чтобы вам нравилось. Ладно, не держится, он далеко просто. Чтобы вам очень нравится же. Так, я тоже иду в ЗСУ. Отлично. Салам алейкум, дай Аллах тебе здоров'я. Дуже дякую. Алейкум салам. Салам, братья из Грузии. Ну, минуточку, друзья. Флаг Британии немножко скрылся. В Чечне тоже фашистский режим. Да, конечно. А где Россия, там фашистский режим. Другого не может быть. Ла илляха илляллах. Мухаммад Расулуллах. Привет от ЗСУ. Слава Украине. Героям слава. Привет, Андрей Рожков. Привет. Героям слава. Чечня, мы с вами. Привет из Бучи. Привет, привет, витаю. Я бандеровка, это я 8 лет бомбила Бомбас. А ты? Ольга, а я чечено-бандеровец с 14 года. До окончания войны сменил национальность чеченца на чечено-бандеровца. Нет, я останусь им и после чечено-бандеровцев. Здравствуйте, кто вы по национальности? Чечено-бандеровец. Так, кадыровцы позору, остальные чеченцы молодцы. Да, Аслан, знаю, что у тебя есть друзья в Израиле. Знаю, спасибо большое, знаю. И вы знаете, что у вас есть чеченцы, которые всегда будут за вас. И та пропаганда, которая ведется против Израиля, я борюсь с ней просто в первую очередь. Я это делаю даже не столько для Израиля, сколько я делаю для чеченцев, чтобы вот эта пропаганда, которая нам навязывалась, чтобы она ее побороть. Ломаю их стереотипы. Конечно, у нас много жило евреев, мы с ними дружили. И евреи такой же народ, как и мы, который пережил страшные гонения, трудности, не сломался. И мы очень похожи, очень. И нам нужно держаться вместе, как мы всегда это делали, когда жили в Грозном. Россия вперед, говорит УСБ и так далее. Да, Россия вперед, это точно. Вперед в могилу. Никто не простит уже. Орки
тіло ляже в грунт, да поможе ЗСУ. Аминь. Ты молодец, говори им правду. Обязательно, никаких проблем. Так, ассаламу алейкум, раматуллах, ва алейкум салам. Да, это проклятый Америка, говорит Ясмин. Россия гнусная страна. Американская кепка сидит и про чеченское говорит. Ты по-русски писать научись, русский. Ассаламу алейкум аслам. Буду тебя умадаться, алейкум ассалам. Я извиняюсь, а вы кадрово не боитесь? Я чеченец, Людмила. Что значит боюсь? Так, родина страуса. Почему не напали на НАТО? Так, привет, Киев, привет. Так, Чечня, Грузия, Украина. Да, Ибраим, совершенно верно. Ибраим, а никархо Ибраим, уйо. Слава Ичкерии, так, Америка. Так, прямо как. Так, американцем стал, продался. Да, стал американцем. Вне политики говорили, а теперь политика пришла постучаться к ним в дверь. Золотая середина у него, он очень хитрый. Это о ком речь? Так, Россия могла бы быть великой, если бы не алкоголь, который губит людей. Идет деградация. Пьют все на этой земле, но почему-то такие деградированные и имперцы, фашисты, только россияне, русские. Израиль не признает Бандеру и фашистов. Я не знаю всех этих деталей, да, есть такие вещи, что там были какие-то там гонения и преступления в отношении Израиля, евреев точнее. Я этого не знаю. Ну, я не вдаюсь в эти подробности. Я поддерживаю Украину и дружу с Израилем. Слава Ичкерии, слава Дудаеву. Я даже, может, буду послом Ичкерии в Израиле. Шучу, конечно. Аслан, ты красавчик. Дуже дякую. Тода раба. Ты предатель, говорит. Почему я предатель? Нет, конечно, я чеченец. Чеченец, знаете, чеченцы про нас говорят, что мы воины, там такие, там сякие. Да, это тоже правда, конечно. Что-то, Ибраим. Все, Ибраим, это да. Перепутал тебя, аватарка такая. У чеченцев главное не смелость. У чеченцев главное верность. Это вот самая отличительная черта чеченцев. Поэтому предатель чеченец быть не может. Вот все, кто пошел служить фашистской России, вот они предатели. А я как был чеченцем, так и умру таким. Свободным и никогда не признающий фашистскую Россию. Так, живе Беларусь, слава Украине. Героям слава. Хелен, ну зачем вы, вроде взрослая женщина, судя по аватарке, вы не можете не помнить этого, как Путин с Патрушем взорвали русские дома в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске, и в Рязани попробовал взорвать, его тогда спалили. После того, как его спалили, поймали с поличным 3 ФСБшников. Кстати говоря, сегодня как раз этот день, сегодня у нас какой, 24-е, вчера была попытка закладка в 99 году мешков с гексогеном. И 23-го, то есть вчера, 22-го они заложили ночью, 23-го уже были задержаны 3 человека, 2 мужчин и 1 женщина, которые хотели взорвать дом в городе Рязани, улица Новоселова, 16/14. И 24-го, сегодня, то есть, ваши террористы начали бомбить мою страну. Позволил Кадырову, не было тогда вообще такой фамилии, понимаете? Мы воюем 400 лет с фашистской Россией. Это фашистская ублюдистан этот нас уже достал. Миллионы чеченцев убил этот ублюдистан. О каком Кадырову говорить? Какой власти? Никакой Пушилина, народ ДНР, что ли,
поставил возглавлять ДНР. Что вы говорите? Это гауляйтер, установленный оккупантами. Вот и все. Хорошо, что есть такие чеченцы, как ты. Слава Украине, привет от ЗСУ. Героям слава. Слава ЗСУ и воинам, защитникам Украины. Убережи вас Бог от трудностей, от тяготы, от вражеской пули, осколков, от знойного солнца, от дождя, от всего. Низкий вам поклон, парни и девушки, которые защищают. Все, кто и добровольцы, и все, кто входит в ЗСУ, защищает. И тероборона, и все остальные, кто сейчас борется против оккупации и защиты своей страны. Низкий вам поклон, ребят. Я вами горжусь. Вы лучшие, вы защитники добра на земле, клянусь вам, без преувеличения. Вам так, может, не кажется, вы там свою родину защищаете, у вас куча своих ежедневных проблем, хлопот. Вы защитники всего мира. Солнце свободы зайдет со стороны Украины, говорил Джохар. Оно уже восходит. Спасибо вам большое. Так. Подписалась на вас. Люблю адекватных людей. Елена. Елена, спасибо большое. Подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Он постоянно подвергается репрессиям, скажем так, хакерским атакам со стороны фашистской России. Запрещенной территории. Кстати, мой и еще есть антитеррор ЧРИ называется канал нашего друга. Это 2 канала только запрещены. Все остальные, которые чеченоговорящие там и другие, которые тут существуют, их не запрещают, их раскручивают. Это каналы, которые поддерживает фашистская Россия. Поэтому не всем чеченцам доверяйте. Не всем чеченцам. Это такие, как вот этот Фейкин, кто еще там, и другие, которые сюда приезжают, Навальный и так далее. Это только чеченоговорящие. Подписывайтесь. Канал мой называется Реалити. Меня зовут Аслан Арцуев. Слава Масхадову. Амин. Героям слава. Иншаллах, Ичкерия победит. Да, Алмула. Так. Привет с Германии. Пусть посмотрят, кто изготовил телефон, который в руках держит. Слава Украине. Привет, Константин. Героям слава. Аслан, желает тебе пост министра иностранных дел Ичкерии. Руслан, не нужно мне ничего. Мне нужно наказать виновных и вернуть права своему народу, которого лишили. А за пожелания спасибо, конечно. Дуже вже дякую. Несподівана. Марина, дуже дякую вам. Ты убиваешь своих чеченцев. Я убиваю чеченцев. Я вообще против насилия. Ну, кроме только обороны. А обороняться я вынужден буду. Но я не убиваю никого, тем более чеченцев. Ты верен родине вдали от нее. Не важно, где я нахожусь. И могу я находиться в тюрьме, могу находиться на другом конце света. Я могу быть мертвым, но оставаться до конца верным своей стране, своему народу. Поэтому мимо ты сейчас. Мы, чеченцы, не можем предать России. Мы ничем не обязаны ей. Абсолютно, Ибраим. Спасибо, Татьяна. Всем спасибо за подарки. Абсолютно, Ибраим, с тобой согласен. Мы не можем предать Россию, потому что Россия наш враг. А врага предавать нельзя. Банда ФСБ и ГРУ. Вот кто наш настоящий враг. А русский народ это так. Еще не вышедший из крепостного рабства народ. Дякую тобі за теплые слова. Кодисфар. Не за что. Слава мужественному ичкерийскому народу. Героям слава. Израиль тебе расскажет, кто такой Бандера. Так, я с евреями общаюсь, и никаких проблем у меня не возникает. Сейчас, чтобы вы заступались тут из-за евреев и гнали на Бандеру, и почему-то выясняется, что потом это все говорят русские.
Какое ваше собачье дело? Что мы делаем? Да? Мы с друзьями общаемся о чем хотим и делаем, что хотим. Возвращайтесь в свой вот этот фашистский вот этот совок и живите там. Не лезьте к нам, оставьте нас в покое. Спасибо за подарки. Молодець, Асан. Слава Україні, хай живе вільна Ічкерія. Героям слава. Дуже дякую. Ассаламу алейкум. Иншаллах, им недолго осталось этой империи. Ва алейкум ассалам. Иншаллах, мы верим, что настает конец. Так, говорили сахар, а не гексоген. Да, абсолютно, Константин. Я как раз записывал это видео и там сказал, никакой это не сахар, там оговорился. И да, это видео это есть у меня и тут в ТикТоке тоже. Я обращался к русским. Так, салам алейкум. Алейкум ассалам. Busel wubosh Izrael flag ulbo kukameldu asvik deshtek. Busel wubosh دعلتشان قومان تاع إزيدش لاتش ويستغش إيه حملوا أنا أسويك بوسل بوحتاق بوسل بدينيرم تسوول روح تروسخلش نحملوا تاق أنا أسويك بروستا هو بالبو أصحينا فلاك ويلش ها هاي مشكش تاني دو دي هو إشتو ديكونا ولا بوسل بيتس بوسل أدبتي مشكي بوها موخ حباقنك يحتغيت هون كيرا نوشي دوغدات سويكر يو يزدي جو بوسل ولا واتسا حقوق مدات حين دي دول دعلتشان كمنتاري يزيش أشول حول بيشو بوش أشمو عقام مدو خلق ديش وبوسل نابيش وبوسل ولا إيرا والي تعديه تعهو أديه تقواس دوش إسرائيلا حهودو حون هدنا إسرائيلو دتا وشو عودلنا مبالي دويلة غايشون سون داديش كيش دوش داد بيرش سندات بوسل دين بوسل مج واخيت مج دي دالويچن هم آلات عش كديره وين تعمو هم آل سنا قوناويش يوقي ويش عش دوشو غاسقشن تبوال بيش وواتي رزبرات ديش دوش خاات سخا حيقل دات قيتم بات Ассаламу алейкум, что с твоим намазом? Не твое собачье дело, шнырек. В чеченской войне не было интернета, и народ оболгали. Да, есть интернет, и сейчас продолжают лгать. Так, друзья, я перемотаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Слава Украине, героям слава. Так. Хаймах Карвет Духа. Биноевский. Этот Биноевский говорит, что я убежал из своей родины. Этот Биноевский продался, вот который мне пишет, он продался русским за то, чтобы они разрешили ему ездить на Мерседесе. И то, наверное, максимум вот этому разрешается ездить на Приоре. И он говорит, что я сбежал. Ты глубоко ошибаешься, Биноевский. Я скоро вернусь. Я не знал о чеченцев, от России узнал, это самый лучший народ. Спасибо большое. Если Россия, банда ФСБ кого-то хает, знайте, значит, этот человек и этот народ или эта страна, это хорошие люди и так далее. Аслан, где ты служил? Я не служил в фашистской армии, но я служу чеченскому народу. Так, посмотрим, как ты вернешься. Вернусь скоро. С тобой встречусь. Бэш ватса хитс хацавара Биноевский. Хитс хацаворы. Хобэш царит ксун. Хаула встретиться до свидания. Валла дука встретиться дука. Аул. Я с тобой встречусь.
Так, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. У нас таких, как ты в Казахстане, не любят. Топишь за чеченца, а сидишь в кепке американцев. Да мне все равно, кого ты там любишь, кого ты там не любишь, понимаешь? Я топлю, я за свой народ топлю. А американцы наши естественные союзники и друзья. Аслан, ты не выпендривайся тут в эфире, тебя мы хорошо знаем, твои намерения и твоих друзей с кем ты. Камалхо, я, в отличие от тебя, не спрятался, а открыто выражаю и говорю то, что думаю. А вот вас, прикрывающиеся религией и работающие на русские спецслужбы, я столько повидался, что просто меня уже от вас тошнит, если честно. Я не из Чечни, но я приеду с тобой на разы встану. حبيش وقت قطواغا حولا حولا حولا. Ассалам алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Посмотрим, как ты вернусь. Так, приезжаю в Чечню, поговорим о твоем существовании. Скоро на Абрамсе приеду, не волнуйся. А я чеченцев в Киеве встречала, всегда воспитанные, галантные. Да, Чирон Карина, именно так. Мы воспитанные парни, да. Ассаламу алейкум, можно вопрос тебе? Как ты относишься к войнахам? Кто это, что это означает, без обид? Войнах обозначает, это два слова. Наш человек, войнах, наши люди, это значит, наши люди. Войнахом может, например, являться абсолютно не чеченец. Если этого человека мы признаем как за своего, да, если он с нами разделил, как, например, Борис Стамахин разделил с нами горе, трудное время, я считаю Бориса Стамахина войнахом. Любой человек, который разделяет наши взгляды, нам близок, мы его причисляем к войнахам. И вот это и значит. Он сбежал от призыва. Да, я сбежал. Сокхан ночи чего. Хан, кус хавул, гамбургер, он хавул. Ты вообще стыдится или нет? Какой ты служишь чеченскому? Побойся Аллаха, врать, говорит, Кан. Я служу чеченскому народу, а ты служишь русскому царю. И Кадырову, холопу Кадырову ты служишь. Вы подхолопные, понимаете? Есть холопы, а вы подхолопные. Вы служите своему карману, продаете свой народ. Вот вы кто. И вы все ответите. Иншаллах, дел мухла, аш масара жвап лурдушун. Дел мухла, дела как тасделашу харташ комц. Дела дац о шуг бойтер болш бийш бац аш бинаштхон. تخون اوگر خلچ خینا مشکشن کلاییشن شاشتن نخیو الیول الیل شو شگ اوجوب دوش خینا سوغر وشون شو دای مدای باش شون قیلین شو چه دوخ باش وی شون قومو دیندگ دوی قومو دیندگ دل دابуш доц хадир дош. Аж хочу я хтанел. Я извиняюсь, я скажу несколько слов по-чеченски. Я с непонимающим чеченского языка обращаюсь в данном случае. Шо حیاقش حال تومسو عبدالرحمن نوی قیال ایسانیال شنریش دوی کدیروین لیشال شنریش حیاقش کدیروین تیتات تیتریش دو شو ایشادگ تان کدیروین تیتات شو فاز بایی شو گره اویی شو کدیرواری شو شایش تانیوی او دقیقش دنیا نه او دل نه алты دیشون دوی юридически зафиксировать, что шейл бюхом жопе озерил, что имел анинаги, не зимел динаги. Су атилаш кисцелуш, дик кисели тереш, шнырящаш моярил. Шуханти коч, шуханти хэтчешун, и хам инс ди эрдойлашуш, келгардол. Токуза кобай эзер ушон Европе, шикшадол хам диелурдачун, нохчик амашик диелурдачун. Аш масара жваплурдушун. Шайде докантишу диатташ. يوقعيل غاشن كلايشن تخو تعوينا سبستي ونوشق ام سبستي ديش دو تخو بوش شاي مليونش كيسان حلدوش عينا مدوشو
Шу хам спасти деш мадается, шу миллион штук дар. Иншаш хам спасти деш дал. Дадылу Украине и надо отцебоч, бех боч был. Из хам спасти ди газот дума бош тига. Да ли, кадырау леши шит бере ити. Дау леши шит бер дутиня мас бер иши. Димил ханау леши бай масит бер ши зудри шай ити. Да ли тига. Дал шо хлакдаш, дал хлакам шо дирдар. Нахьо цумш. Шо тхабиах бое. Дудая бях бой масхадо бях бо шугар жуап цадех жу газшен дух делаш дуй шугар жуап цадех тхабиах бой о и бях данисир бушун низам цдирду квартош бош беш хирбутха тхонюка иш сиеца беш ошу низам ца шо келаролете та понохчи дацшун шуна мамует ош тхаш трендинер традициел аш то трайчур винек трайчур аш дош эллек трайзут чудершан сити койднаш трон аш давига вейнек йитнек ца витцевелшун цанин дутер дачшун шуна мамует циядузан вадуаш альждол ночи оман шаш расқшан тео то расқшта ду тро унадинек ду тро кадироч ду аш вагош рена шаш цана шунахиет шу бюхум шу شو دل يلوم شو دل شو خلق درش خلقم تو دی درشو ابو اس بو نعويق عويق بو حميل سن والغاز شن وخ ميل ويلچنگا بو هيچايش اوكرايني دا يغن دقايش اذا شنريا شو يوي ارمير شو دا يغن قصر يترسو نوشي سا قام يتقسم قا تا اودنتي اش داليندو دللك شو درش خلقم شو دل دير دو دل مولا Так, я перемотаю, друзья. Извините, я немножко должен был ответить разным чертям подхлопным. Я прошу, распространяйте ссылку на наш стрим. Друзья, этот стрим я выложу у себя в YouTube-канале Reality. Тот, кто не успел посмотреть, тот, кто не услышал всего, можете потом посмотреть у меня на канале. Враг Кафырова. Я не могу дать модератора тем, кого не знаю. И мне не нравится, когда говорят «враг Кадырова». Ты должен быть не враг Кадырова. Кадыров это вот из-под ногтей грязь. Никто Кадыров, понимаете? Мы должны быть врагами ФСБ и ГРУ. Вот кто наш враг. Не надо драться с хвостом. Надо драться с головой этого дракона. Двуглавым этим драконом. Который находится на Лубянке и в Кремле. Враг ФСБ я здесь шайник. Ишун, Халмахитас ишт элад. Нету никакого Кафырова. Кафыров ноль. Ноль просто. И все, а тот, кто под него ходят, под ним ходят, это вообще подхлопные подхлопы. Понимаете? Это вообще ноль. Вот кто мне сейчас комментарии пишет, просто они уже зажрались. Они уже тут себя хозяевами чувствовали. Мы тут все можем, мы тут управляем. Чеченцы молчат. Потому что ты скажешь слово, твою семью забирают. Я здесь в Европе что-то говорю, в интернете никого не призываю убивать. Наоборот, соблюдать закон я призываю. Они моих дома родственников пытают, унижают, все что угодно с ними делают. Это твари конченые, которых нужно... Чеченское общество, чеченское государство никогда не станет чеченским обществом полноценным и государством, пока мы этих мерзавцев и подонков до единого, вот этих нулей подхлопных не накажем. А мы их накажем. Дал мула, цаш якуюч. Расскажите нам по-русски, что ты думаешь про Кадырова. Да, рассказывал уже. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
Кадыров шнырь. Абсолютно юзернейма. Абсолютно. Элла. Маршор Элла. Ты. Чич Элла Асла. Да, брат, ты молодец, Баку поддерживает тебя, спасибо. Цало станина модер, нахе, хайрсун, я беш бобол шейн хич, дуешь, аж свег модер югаряцер, санница ел пока это бачун, собел варьерчи, сосисес варьерчи, хайрца беш бол, просто шун, хайрца хайрсун, я делахтештег. Сандерса, пока это бачун, что саган. Так, привет, Аслан, давно не виделись. Привет, юзер. Я раньше недолюбливала чеченцев. Знаете, я когда маленький был, думал, все китайцы каратисты. Наверное, вы тоже думали, что мы все террористы. Аллах рейс хульмаса. Массана хульван, Аллах рейс. Массана хульван, Аллах рейс. Так, а теперь я вами горжусь. Наталья, спасибо. Спасибо, Наталья. И, Наталья, это я просто тут сижу и разговариваю такие вещи. На самом деле, чеченцы намного лучше меня. И моих взглядов чеченцев 95%. 95%. Остальные 5% это те, кто продали за копейку и прислуживают холопам. На самом деле, чеченцы просто молчат. Я просто не выдержал и начал говорить. Я это делаю не потому, что я это умею делать лучше других. Я это делаю, потому что у меня меньше терпения было это терпеть. Пусть Всевышний Аллах вознаградит за твой труд. Баркал, Элла, баркал. Ты на египтянина похож. Это вам спасибо. Спасибо, спасибо, Наталья. А нам Россия долбаная промывала мозги. Да, Алис, мы знаем, я знаю. И хульш гурдух хонч или ютарюбо бадат он. Де детардат ночи чуваш индинаг дела хатас белюш хатас комц. Самый большой террорист клан Кадырова. Нету никакого клана Кадырова. Есть агенты ФСБ, понимаете? Агенты ФСБ и ГРУ. Например, Магомед Даудов это агент ГРУ, военной разведки. Ими завербован. Карамзан Кадыров, как его папа Ахмад Кадыров, это агенты ФСБ. Всеми им управляет Патрушев. Патрушев и Путин. Вот кто ими управляет. Поэтому нет никаких кланов. Сегодня Кадырову сказали, пошел отсюда. Все, он пошел. Сказали, другой придет другой. И все. Спасибо, юзер, за подарки. Ранее выкладывали о нас, что чеченцы плохие. Вкладывали в нас, что чеченцы плохие. Даже в фильмах пропаганда чистой воды. Дионисимус. Да, именно так, Дионисимус. Именно так, потому что над нами, вы даже не знаете, мы все знаем про геноцид евреев, который совершали нацисты. Об этом написано очень много, снято много фильмов и так далее. Так вот, представьте, что нацисты не проиграли, а выиграли. Вот в таком положении оказались чеченцы. Над нами совершен геноцид, русские выиграли, потому что купили весь этот Запад, весь постсоветское пространство. И все, и оставили нас на съедение. И русские писали историю, как говорится, историю пишут победители. Хотя они не победили. Они в войне нас не победили. Они нас победили в тылу спецслужбами. Я об этом предупреждаю украинцев. Ваш враг даже не вооруженные силы банд армии России. Ваш враг ФСБ в первую очередь. Ну и, конечно, ГРУ тоже, и армия тоже. Но первая голова – это ФСБ. Запомните это. И ваша украинская КГБ УССР, КГБ УССР, очень имеет тесные с ним связи. Это тоже нужно почистить. Без этого Украина, как мы не почистим, если вот этих подхолопных, ФСБшных, ГРУшных
среди наших чеченоговорящих, точно так же мы не сможем построить государство, если мы не почистим вот эту всю грязь. Теперь я знаю, как чеченский народ страдал и сейчас страдает от этого диктатора. Да, именно так. Так, Россия. Иди отсюда, Россия. Элла Баркал Паркал. Нужно уважать своих президентов. Так, Элла, спасибо, спасибо. Аслан, молодец. Казахи за Украину и за чеченцев, дудаевцев. Пусть Бог, Аллах хранит вас. Спасибо. Аллах, Казахстан. Абсолютно верно, Аслан. Собаки Путлера. Да. Здравствуйте. Вы можете ответить? На что, Дана? На что? Я же отвечаю. Как вижу, отвечаю. У тебя почти 600 зрителей, а сейчас чуть больше 160. И что? Сейчас для вас важна Центральная Азия. Вы очень правы. Так. Так. Ты чей агент? Сидишь в Америке, Украину оставь задолбачись. Так. Украина платит высокую цену сейчас от Путина. Да, украинцы никогда не сдадутся. Мы умрем, но не сдадимся этому диктатору. Вы не умрете, вы победите. В этом нет ни малейшего сомнения. Они уже издыхают. Вам осталось, нам всем осталось немножко продержаться. Друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль Машуэль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Так.